Дискуссии. Приветствуем вас на новой дискуссионной площадке «Современный разговор» и предлагаем поговорить на заявленную тему о транспортной доступности. В медиацентре наши основные участники, на которых обращено все внимание республики, это кандидаты в народные депутаты. Перечисляем, это многоуважаемые, они рассажены по номерам избирательных бюллетенях. Первый – это Андрей Аркадьевич Илларионов, советник генерального директора авиакомпании «Кутя», представляющий партию «Справедливая Россия за правду». Дмитрий Александрович Чибирев, директор автотранспортного предприятия, представляет партию ЛДПР. Василий Петрович Николаев, руководитель группы компаний «Талакан», партия «Новые люди». Сава Анатольевич Михайлов, заместитель председателя Госкомитета Республики по занятости КПРФ. Народный депутат Республики Виктор Николаевич Федоров, партия «Единая Россия». Алексей Иванович Лаптев, директор филиала Русатом Оверсис, партия «Родина». Ну, я уже сказал, что места, еще раз повторяю, места за столиками согласно избирательным бюллетеням. Это был розыгрыш избирательной комиссии. Организаторами данного нашего мероприятия является экспертный клуб Республики Саха-Якутия. Также в зале представители изданий и блогеры. Они же члены экспертного клуба. Блогер Алексей Басалаев, Якутия Дейли Алина Тарабутина, Саха-Ньюс Елена Кузьмина, 214 Алексей Пахомов и в Якутии.ру, вот, в командировке всем знакомая наша журналистка Елена Тихонова, ее представляет редакцию Анна Абрамова. Ну и еще раз напомним тему нашей сегодняшней дискуссии. Это транспортная доступность, авиаперевозки, автобусные перевозки в Якутске, ремонт и строительство дорог. Ну и у нас есть некоторые правила, давайте их напомним. Всем кандидатам в ходе выступления предоставляется одинаковое время как на вопросы, так и на ответы. Таймер будет светиться на табло, вы его не потеряете взглядом. Организаторы просят участников дискуссии уважать друг друга, не прерывать выступления, не высказывать резких и оскорбительных замечаний в адрес друг друга или аудитории. В случае нарушения данного пункта ведущий вправе показать образно красную карточку, она у нас присутствует, и удалить участника дебатов из помещения. Ну, также нужно соблюдать тишину. Извините, я не увидел глазами. Еще один член экспертного клуба и журналист, всем известная Софья Волчуки, представляющая издание «Сахалаев». Так, и главный принцип нашей дискуссии – это наиболее раскрыть и партии, и их представителей, чтобы наши уважаемые избиратели легче ориентировались в своем выборе. И повторяем, вот, что существует тайминг, он будет выведен на экран. На каждый вопрос и ответ дается определенное количество времени, о которых вас предупредит Николай. Ну, начнем первый этап. Каждый из кандидатов выступит со своими предложениями или предложениями своей партии по нашей теме. Мы ждем конструктивных предложений. Опять повторяю, строго по заявленной теме. На выступление не более 3 минут. Очередность по номерам столиков. Итак, начинается первый этап. Для Андрея Аркадьевича Илларионова включите, пожалуйста, таймер. Уважаемые члены экспертного клуба, уважаемые телезрители, спасибо за приглашение на заседание экспертного клуба. Во-первых, я хочу поздравить всех авиаторов республики с Днем воздушного флота. На сегодняшний день экипажи воздушных судов, авиатехники, диспетчера по управлению воздушным движением, наземный персонал непосредственно участвуют в обслуживании рейсов с пассажирами. Ну, небольшой экскурс в историю. Ранее в каждый наслег Республики Саха-Якутия, не говоря уже о районных центрах, ежедневно прибывал самолет Ан-2, Л-410, вертолеты. И практически гарантированно доставлялись продукты питания, отправлялись пассажиры, почта, груз.
общем-то, было это нормальным явлением, обыденным для всех нас. На сегодняшний день немножко картина изменилась. Если ранее было 10 объединенных авиаотрядов по республике, то их на сегодняшний день уже не существует. Ну, более-менее ситуация в столице республики. Здесь базируются 2 авиакомпании, Якутия и Полярная авиалиния. Вот. Ну, касаемо транспортной доступности. Здесь картина следующая. В 2022 году авиакомпания Якутия заявляла 4,9 миллиарда рублей на получение субсидий из федерального бюджета. Фактически было выделено всего 1 миллиард. В этом году авиакомпания Якутия заявляла 1,5 миллиарда, но выдали всего, на сегодняшний день освоено 300 тысяч максимально. Как вы знаете, субсидии из федерального бюджета даются пассажирам для молодежи, пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ну а также зарегистрированных по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации, который входит в состав Дальневосточного федерального округа. Значит, в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 215 по перечню маршрутов в 2023 году были выданы субсидии только на маршруты 2. Это Якутск, Москва и Якутск-Иркутск. Вот. Вернее, были они исключены в 2023 году, то, что ранее было. И эти субсидии выданы только авиакомпаниям Аэрофлот, S7 и Red Wings. После дополнительного отбора авиаперевозчиков авиакомпании Якутия был выделен дополнительный объем субсидирования по маршрутам Якутск-Москва и Якутск-Иркутск. Ну, для сравнения, для примера, это если пассажиры летают из Владивостока в Москву за 8 тысяч рублей, то население республики за 25 тысяч рублей. Вот такой момент. Значит, в соответствии с Ваше приказом... предложение, стоп, время. Что предлагаете? Ну, я предлагаю голосовать за партию «Справедливая Россия», «Патриоты за правду», потому что она ставит цель, задачи кандидатам в депутаты добиваться транспортной доступности, работать на тему увеличения субсидий из федерального бюджета и республиканского. Спасибо. Что ответит ЛДПР? Дмитрий Александрович, вам время. Включайте, пожалуйста, таймер. Добрый вечер, уважаемые члены экспертного клуба. Если рассматривать все вопросы по порядку, к вопросу авиаперевозок. Меня, как жителя Якутии, очень возмущают вот эти непонятные тарифы. Сегодня такой, завтра такой. В прошлом году моя семья столкнулась с этим, улетая в город Калининград из Якутска. 2 человека улетели за 150 тысяч рублей. В прошлом году также я прочитал в газете «Якутской вечерней», был удивлен, что действующий депутат Виктор Федоров был удивлен цены на билеты и должен был разобраться с этим вопросом. Вот. Наша партия предлагает, что надо, чтобы субсидии как бы были постоянные. Где вот эти субсидии для жителей Дальнего Востока, которые везде обещаны на каждом шагу? Почему под субсидии попадают только города Нерюнгри и Мирный, а город Якутск не попадает под эту программу? Потом выделены субсидии компании Аэрофлот, а Аэрофлот вообще не летает, отказался. Как так можно рассматривать? Дальше, 3-й вопрос. 2-й проскочу, потому что он мне ближе. 3-й вопрос. К ремонту дорог. Мы видим, что дороги у нас делаются хорошо. Наглядный пример в этом году, как можно ремонтировать дороги, не перекрывая улицы. Как в прошлом году было все закрыто. Улица Пояркова. Делают люди нормально, постепенно, хорошего качества. 2-й вопрос – это пассажирские перевозки в городе Якутске. Это очень серьезный вопрос, да? Он многогранный вопрос. И там нельзя к нему подходить с одной стороны, что вот доступность, уроните тарифы, и все будет хорошо. Во времена бытности нашего чудо-мэра, представляющего одну партию, автобусные перевозки были вообще наглухо зарублены. И затормозилось их продвижение. Были заморожены обновления подвижного состава, которые в 2018-2019 году мы начали, и только в 2022 году при содействии Илдархана нашего опять осуществлены закуп автобусов. Поэтому наша партия тоже предлагает как бы субсидирование автобусных перевозок в плане
не каждому там перевозчику платить деньги, а субсидирование хотя бы на процентную ставку лизинговых платежей. Потому что новые автобусы сегодня стоят в разы, с каждым годом все дороже. Если первая партия была по 4 миллиона, сейчас по 9, а на подходе уже по 12 миллионов автобусы. И мы должны обновляться, город требует этого. Поэтому наша партия вот с такими предложениями выступает. Спасибо, Дмитрий Александрович. Однако сделаем вам предупреждение по поводу ваших коллег. Ну, не упоминать их, а предлагать собственные ваши партийные. Да. Новые люди. Василий Петрович, вам слово. 3 минуты. Да, добрый день. Спасибо большое за освещение такой актуальной тематики. Я думаю, что для нашего региона тематики более актуальной нет для многих жителей. Да? Многие районы нашей любимой республики очень отдалены от регионального центра. Ну, если возьмем, допустим, Западную Якутию, откуда я родом, да? Тот же Ленск, тарифы в город Ленск сейчас составляют в одну сторону 25 тысяч рублей. Но тут очень интересный фактор есть. Можно купить сейчас вот билет за 25 тысяч, и через полчаса цена станет 14 тысяч. И тут я предлагаю такой вариант, что все-таки надо... Вообще рынок не любит регулирование, но вот в части авиационных тарифов все-таки придется, видимо, подрегулировать. Субсидии государство дает, но вот тарифы, установление тарифов авиакомпаниями вызывает у меня всегда вопросы. Почему на тот же рейс такой же тариф, цена может отличаться в 10 тысяч рублей, например. Вот. Следующее предложение. Вот, что касается ремонта дорог и строительства, скорее всего, среди всех вот присутствующих кандидатов и всех депутатов, кандидатов, которые сейчас выдвигаются в Елтумен, лучше меня этот вопрос, наверное, никто не знает, я об этом могу уверенно заявить. И, например, проблема вот у нас разрушения дорожного полотна, да? Почему это происходит? Это происходит потому, что в последние годы выросла грузоподъемность транспорта. Ездят машины вот, четырехосные, вес которых может достигать 70 тонн вместе вот, с грузом. Да? И это буквально разрушает асфальтовое покрытие, дорожную одежду. И в мае-июне обязательно надо ограничивать. Обязательно ограничивать. Это сейчас у нас не соблюдается. То есть приказ издается Министерством транспорта, но при этом он не соблюдается. Пункты весового контроля у нас в республике практически отсутствуют. И вследствие чего наносится огромный ущерб региональным дорогам. Это колоссальный ущерб, который исчисляется миллиардами. Вот если взять Алекминский луз, да, когда мы все-таки построим дорогу до Алекминска? Когда? Это люди ждут десятилетиями. А знаете, сколько будет стоить дорога до Алекминска? Примерно расстояние 500-600 километров. Цена этой дороги, вот, она оценивается в несколько десятков миллиардов рублей. Это с учетом мостов. И мечты алекминчан о том, что дорога будет, я думаю, что не при нашей жизни может быть, если мы не увеличим финансирование. Я предлагаю увеличить кратное финансирование дорожного строительства в нашей республике. Только так мы добьемся кардинального изменения ситуации. Спасибо. Спасибо большое, Василий Петрович. Дается слово Коммунистической партии Российской Федерации. Сава Анатольевич, ваши 3 минуты. Добрый день, уважаемые оппоненты, дорогие представители четвертой власти. Ну, надо быть более скромнее, лучше меня никто не знает, так не надо говорить. У нас среди кандидатов КПРФ есть хорошие специалисты, это руководитель автодорог управления Семен Филиппов, который очень хорошо работает с опережением, цифры все об этом говорят. Если пятилетки с 19 по 24 год цель была 1100 километров новых ремонтированных дорог, он уже на этот год уже сделан на это управление 1044. То есть каждый год с опережением идут, это все наши автодороги республиканского значения. Есть у нас, вот Виктор Николаевич не даст соврать, Иннокентий Давидович Васильев, который постоянно лоббирует, постоянно говорит, и с вами, журналистами, разговаривал по вопросу развития малой авиации. У нас в России, в Красноярском крае, во многих областях, во многих субъектах малая авиация действительно развивается. У нас, к сожалению, вот кроме 2 эксплуатантов, ну,
помимо Алроса, да, Полярной Авиалинии, Якутии, малой авиации так такой нет. Хотя потребность очень большая. Например, только по авиалесохране более 2 миллиардов рублей рассматривается каждый год, ежегодно. И кто получает? Подрядчики с других регионов. Например, волгоградцы за 3 месяца заработали 600 миллионов рублей. А могли бы наши, если хорошая политика, вот действительно концепция была принята в 2019 году, если мы это реализовали бы, то действительно у нас проблем не было бы. Поэтому вот новый парламент, мне кажется, этот вопрос действительно окончательно должен до конца довершить, и малую авиацию надо развивать по сертификатам эксплуатации, по всем другим вопросам. Ну, я про историю не буду говорить, что было в Советском Союзе, там около 500 посадочных площадок, сейчас только 90 осталось. В 2022 году у нас правительство приняло программу комплексного развития транспортной инфраструктуры, ну, то есть контроль должен быть, реализация. Программа очень хорошая, и финансирование все указано, и цены, и какие работы будут вести, все указано. Но какая работа идет? К сожалению, вот недофинансирование там есть. По проблемной вот дороге, да, например, в последнее время в телеграм-каналах вопрос был по Талаканстрою и по управлению дорог, там по дороге Мирный и Ленск. Все знаете, в курсе. Я так думаю, да, как ну, скажем, как обычный гражданин Республики Саха-Якутия, да, эта дорога в основном эксплуатируется алмазником, Алросой. Еще давным-давно, в 90-х годах, надо было за счет средств Алроса надо было асфальтировать. И проблем не было бы. Сейчас, например, очень много больших грузов ездят, поэтому здесь тоже надо работать с крупными компаниями по строительству автодорог. Ну, я в следующий раз по городу Якутску скажу. У нас Хорошо. по столице очень много проблем. Спасибо, Сава Анатольевич. Виктор Николаевич, целых 2 кандидата упоминали вас. Вам слово. Да. Единая Добрый Россия. день, уважаемые коллеги. Ну, у нас есть программа «Вместе только вперед», программа Василия Сергеевича Николаева. Эти вопросы там освещены достаточно плотно, вот, в частности, по авиасообщению. В 2022 году у нас программа по субсидированию перевозок с оплатой 40% стоимости перевозок реализуется. Это порядка 600 миллионов мы каждый год даем. Но недостаточно, конечно. Кроме того, федеральное субсидирование, которое не совсем прозрачно распределяется, правильно сказали коллеги? Субсидию дали Аэрофлоту на 23 год, а он сюда не летает. Потом пытался Арсений Сергеевич это дело исправить, но как-то тяжело это и шло. Ну, самый больной вопрос по авиаперевозкам еще это старая техника. По малой авиации техники нет. Байкал мы сколько лет ждем. Во-вторых, цена у него была, называется, 70 миллионов, потом 140, на сегодняшний день озвучивается 240. Кто его будет? 280 миллионов. Но вот здесь вопросы с техникой, конечно. И авиакомпании, большие накладные расходы у авиакомпаний наших. Авиакомпания Якутия, 6 самолетов, 1000 человек их обслуживает. 6 самолетов по 150 человек можно посадить. Поэтому, конечно, боливар не вынесет столько. Надо оптимизировать эти вопросы. Большие аэропортовские сборы, вопросы по работе федерального казенного предприятия «Аэропорты Севера», несовершенная система поддержки авиаперевозок и субсидирования. С ними надо решать. По дорогам. Ну, дороги начали строиться и достаточно интенсивно. В 2023 году у нас будет введено 267 километров дорог. В городе Якутске, откуда я депутат, по плану 22 километра дорог, фактически ведем 30 километров дорог. Все нормально по городу Якутску, но вопрос водоотведения, правильно говорили коллеги, надо решить. А то мы деньги в песок закапываем. Вопрос водоотведения. Проектные работы строят 277 миллионов. Их надо найти в республике, в городе их нету. И выходить на федеральные средства, это порядка 10 миллиардов рублей, чтобы организовать водоотведение в городе Якутске. По автобусам, ну видите, появились красные новые автобусы, 100 штук в прошлом году. В этом году покупают 50. Но все равно вопрос старой техники надо решить, раз. Второе, оптимизация маршрутов. Помните, обследование сделали? До сих пор результатов нету. Но сейчас откроют проспект, отремонтируют центр, надо оптимизировать маршруты и устанавливать нормальную логистику. Ну, со своей стороны я скажу, вот встречался с избирателями на той неделе по Яркого 9. Подошел молодой человек, 4 автобуса. Ну, попросил встретиться, сели, посчитали, прослезились. Доходность бизнеса маленькая, водителей найти не могут. И почему? Потому что накладные расходы, опять же, вот себестоимость, посмотрите, опять этот эквайринг,
извините меня, не к ночи будет помянут Алмаз-Регионбанк. Это Союз Авто, до сих пор эти бандиты собирают с них деньги. И технику поставляют в лизинг по невыгодным условиям, опять через эту же компанию. Прошу, все-таки буду просить мэра города Якутска разобраться с этой ситуацией, оптимизировать эту работу. Спасибо. Спасибо. Вовремя. Алексей Иванович Лаптев, партия «Родина». Ваши 3 минуты. Добрый день, уважаемые участники. По поводу транспортной доступности, насчет авиаперевозок по Республике Саха-Якутия. Мы живем все-таки в Республике Саха-Якутия, это надо в первую очередь на это сделать уклон. Авиапарк, как тут сказали ранее выступающие коллеги, у полярных авиалиний, у авиакомпании «Якутия», я конкретно говорю про самолеты класса Ан-24, Ан-26, осталось, и они по 50, по 60 лет, то есть они вот на последнем издыхании. И по работе столкнулся то, что извне, то же самое с Ирайер мы нанимаем Ан-26, Ан-24, чтобы перевозить, не хватает общих самолетов. Это надо отстаивать на федеральном уровне, чтобы программа по реализации именно таких самолетов класса Ан-24, Ан-26 более пошло как бы приоритетно. Почему? Потому что у нас аэропорты, в основном то же самое Арктика, Север, туда только на самолете или зимой на зимнике добраться необходимо именно класса такого самолета. Это по доступности. По поводу автобусных перевозок. Необходимо, да, усилить работу в плане того, что у нас есть муниципальное унитарное предприятие ИПАП городское. Необходимо часть функций, основных, по крайней мере, маршрутов уже передать этому муниципальному предприятию. Зачем тут платить частников? Зачем тут иметь вот эту вот какую-то прослойку в виде различных предприятий? Не буду называть каких. То есть это должна быть муниципальная функция, это есть в 131-м федеральном законе о местном самоуправлении. Это функция города, и город за это должен отвечать. По поводу непосредственно дорог. С дорогами, тут все сказали, все хорошо, с дорогами у нас все плохо. Качество, коррупция 100% везде. Я не понимаю тут выступающих, которые говорят, что у нас все хорошо. Проспект Ленина 3 года ремонтируют. 1 сентября должны открыть. Мы вчера, наш активист Антон Джандоров съездил, посмотрел проспект Ленина, все зафиксировано. 14 дней осталось, сегодня уже 13 дней. Ничего не будет. Если откроют, будут в торопях. Тем более у нас с завтрашнего дня будут дожди по прогнозу. Как это будут делать, мы все это знаем. По поводу тоже дорог, у нас все знают в России, какие проблемы. Это дураки и дороги. По поводу непосредственно содержания, как тут сказали, у нас есть муниципальные, республиканские, федеральные дороги. Содержатся в достаточном уровне только федеральные дороги. Не хватает всегда средств на содержание муниципальных и региональных. Мы большое количество денег и вкладываем, но на содержание деньги не предусматриваем. Так не должно быть. По поводу транспортной доступности. У нас планируется устроить уже мост давным-давно. Необходимо субсидировать физических лиц, которые передвигаются на пароме. 50 или 100%, чтобы снизить нагрузку. Стоимость 1000 рублей сейчас. Ну, все мы знаем, все ездим на пароме. Все, Спасибо. Спасибо, Алексей Иванович. Первый этап прошел, познакомились с программами наших кандидатов и переходим ко второму этапу. Это вопросы от читателей. Здесь у нас в руках вопросы по очередности. Будем отдавать на выбор, какой попадется, на тот вопрос и будете отвечать. Поступали вопросы к нашим коллегам в сетевые издания. Мы отобрали, на наш взгляд, наиболее актуальные. На ответ дается 2 минуты. Вот вопросы можете выбирать, чтобы не было подтасовок, кому что попадется. Итак, зачитывайте. Зачитываю вопрос. Что с субсидированными билетами по стране? Эта форма вообще работает? Что можно сделать для увеличения их количества, увеличения направлений? Пусть предложат пути выхода. Тут... Андрей Аркадьевич, ваши 2 минуты. Да, в общем-то, тут уже говорили, что самая острая проблема – это субсидии. Это высокие тарифы. Касаемо тарифов, они уже не повышались порядка 10 лет, как минимум. И сходят они с расчета себестоимости, плюс небольшая рентабельность. Вот. Субсидированные билеты, по стране, программа, я уже говорил, действует.
Ну, суммы явно недостаточные. Запрашивали миллиард, дали пока что 300 тысяч на этот год. И вообще в целом по стране и для всех авиакомпаний идет уменьшение в связи с известными событиями. Поэтому что можно сделать? Надо работать для того, чтобы именно как Государственное собрание ЛТМН вполне может подготовить соответствующие письма, в том числе в Росавиацию, в Министерство транспорта Российской Федерации. Если надо, то и выше, в органы власти. Увеличение направлений то же самое, да, касаемо этих маршрутов. Пока что только Москва, Санкт-Петербург, но далее надо, конечно, развивать и Сочи, и все прочее. Поэтому вот такие пути краткие. Спасибо, Андрей Аркадьевич. Дмитрий Александрович, выбирайте, пожалуйста, вопрос. Любой. Зачитывайте, и дается вам 2 минуты. Надо включить микрофон. Что лично их партия сделала для решения транспортных проблем? Взять те же авиаперевозки, как снизить цену авиабилетов как по республике, так и по стране. Отлично, 2 минуты. Лично наша партия сильно пока ничего не сделала в этом вопросе. Но, как мы все говорили уже, чтобы снизить цену авиабилетов, необходимо субсидирование все-таки авиаперевозок. А в республике надо вот развивать все-таки малую авиацию, чтобы перевозки были доступнее и более дешевле. Как бы. Также смотреть цены на керосин, на топливо тоже. Они тоже повышаются чуть ли не каждодневно. Тоже в этом надо регулировать эти цены. Вот такая. Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Василий Петрович. Какой хотите? Хорошо. Да, там надо включить. В советское время в каждом райцентре были аэродромы. При наших расстояниях нужна малая авиация. Она когда-нибудь появится? Вам 2 минуты. Да, актуальнейшая тема. Мы отмечаем, что в последние годы все-таки произошел сдвиг у нас в Якутии. Малая авиация такими небольшими шажками развивается. Появились люди, у которых свои самолеты, двухместные, четырехместные, есть у кого 2 самолета, 3, да, летают успешно. То есть это говорит о том, что малая авиация – это перспективное направление. Наша партия, партия «Новые люди» за то, чтобы малая авиация развивалась, и мы должны все сделать для того, чтобы законодательно сократить все те моменты, которые мешают развитию малой авиации. Требования к полетам малых самолетов, вертолетов, они практически такие же, как вот для Боингов. Это неправильно. Не должно быть так. Летчик один, да, вот это, он практически иногда является и сам и директором авиакомпании, и сам и летчиком, и инженером и так далее. Да. Он не может все вот инструкции, которые требуется соблюдать при полетах на малых авиационных судах, соблюдать, как вот в больших компаниях. Да. Поэтому надо сокращать все вот такие вот моменты. Да, раньше вот, действительно, вот, например, я когда в детстве помню, в селе Толон Ленского района, оттуда постоянно Ан-2 летал в Ленск, чуть ли не ежедневно, там, чуть ли не 2 раза в день. Мы летали там, это было, конечно, очень тяжелое такое время полета, да, час летишь, 2 часа, ну, час страха, и ты в Ленске, да, как бы. Но при этом это было удобно, не то, что сейчас. А аэродром в Толоне, он стоит заброшенный, коровы гуляют, надо восстанавливать аэродромы, обязательно. Спасибо, Василий Петрович. Сава Анатольевич, зачитывайте вопрос. Понятно, что улицы закрываются на ремонт, работы много. Что делается для повышения качества асфальтирования? И еще может запретить движение больших грузов, которые ломают новые дороги. Ну, 2 минуты. Вопрос ясен. Ну, во-первых,
дороги, да, строятся по стандартам именно федерального проекта вот, безопасной и качественной автодороги. Конечно, в каждом регионе должны быть свои параметры. Например, у нас вечная мерзлота, здесь должны быть свои требования, поэтому идет удорожание. Но я хотел бы немножко в другом формате ответить. Да? Нас, вот горожан, мне больше всего волнует, мне кажется, всех. Это подъездные пути и внутриквартальные дороги. Их практически нету. Все в гравии, все в грязи, все в пыли. Мы давным-давно, вот я, например, руководил самым большим крупным округом строительным, да, больше 2 лет. Финансирование было на подъездные пути, копейки. В каждом округе так. А мы за сезонную работу там старались что-то делать, грейдировать, где-то отсыпать, где-то засыпать. Но это все, как говорится, до первого большого дождя. Да? Поэтому здесь именно муниципальная программа, все-таки столица, да, есть закон о столице Республики Саха-Якутия. Поэтому Илтумен, конечно, понимает, это республиканский орган, парламент республики, но он в первую очередь о развитии города Якутска должен думать. Вот Прометей, да, красивый район, тот же 203 даже, 202. Вот все такие спальные районы, дороги уже разбиты давным-давно. Я не говорю про квартал или там Сайсар, Залык и все остальное. Поэтому мы должны внимание именно уделять на эти дороги. И, конечно же, это ливневки, схема, например, позапрошлом году была утверждена, к сожалению, не работает, хотя было финансирование даже, если не ошибаюсь, депутаты Гордумы приняли, но пока работ не видно. Поэтому давайте на этот вопрос уделим большое внимание. По местным дорогам, по республиканским, по федеральным, конечно, там работа будет, и мне кажется, все вместе должны отработать, контролировать. Контроль должен быть. Спасибо. Ага. Виктор Николаевич, зачитывайте вопрос. Сейчас, дайте достану. Как сделать так, чтобы автобусы ходили чаще? Или давайте теплые остановки в виде бесплатных ресторанов? Ну, далее вопрос. 2 минуты. Хорошо. Ну, чтобы автобусы ходили чаще, их должно быть больше и достаточное количество техники и водителей. Но насчет техники республика и город занимаются. Я еще раз повторяю, 100 автобусов в прошлом году, 50 в этом году. Всего у нас на маршруты выходит порядка 700 автобусов. Водителей нет. Проблема. Для того, чтобы нормально ходили автобусы, нужно сделать нормальную экономику. Вот с этим товарищем, который с Пирогова 9 я беседовал, 4 автобуса, мы сели и посмотрели калькуляцию. Когда всегда какой-то бизнес или деятельность затеваешь, нужно посмотреть экономическую модель. Экономическая модель у него несовершенна. Порядка 70, из 200 тысяч рублей, что один автобус зарабатывает, 80 тысяч уходит на лизинг. Это не выдержит. 11 500 уходит Союз Авто. Эквайринг 1005 уходит. Водителю он платит какие-то небольшие деньги, остальное, говорит, то, что наличные дают, то он на карман берет. Он почти без заработка. Это не бизнес. То есть, либо передавайте государству, как говорит мой коллега, либо развивайте бизнес. Я все-таки считаю, что бизнес при Илье Филипповиче Михальчуке, была эта проблематика, я был депутат Якутской городской думы, но там же черная дыра, сколько денег не давай, там все скушают. Поэтому это должен быть прозрачный, нормальный бизнес, и автобусы в достаточном количестве ходили. Во-вторых, надо переходить то, о чем говорил наш мэр, это все-таки брутто. То есть не то, что сколько ты перевез, а исполнение графика. Эта работа сейчас будет вестись, чтобы заработок зависел от соблюдения графика, а не от того, сколько ты... Сейчас же ловят часы пик, чтобы заработать больше. Кроме того, сейчас будет внедряться система перевозок, при котором по одному билету с пересадочными узлами, с хабами. То есть и логистику надо оптимизировать и сделать ее нормальной. Тогда и будем нормально ездить. Спасибо. Отлично, спасибо большое. И, Алексей Иванович, ваш крайний вопрос остался. Да. Да, надо включить. Как ваша партия может повлиять на снижение цены на ГСМ? 2 минуты. Как мы все знаем, у нас, когда цены падают на нефть, общие фьючерсы, то у нас цены на бензин увеличиваются. Необходимо по поводу конкретно ГСМ, тем более у нас в арктической зоне,
стоимость, например, того же самого дизеля, это 100 рублей, бывает даже больше. Это именно на государственной компании Сахатранснефтегаз сбыте именно вот такая вот ценовая политика имеется. И то себестоимость именно логистики у нас именно вот очень много как бы уходит на логистику. Да, в Якутию приходит это по железнодорожному транспорту, в дальнейшем уже развозится это или зимником, или речным транспортом. Речной транспорт это у нас в основном это монополист ЛОРП, который мы знаем, что у них цены иногда бывают не то, что как бы высокие, они бывают неадекватно высокие. Мы часто сталкиваемся с ними. Частная компания предлагает в 2 раза меньше цены на перевозку. Но есть определенные, скажем так, задачи, чтобы ЛОРП был объем перевозимых работ, и как они ГСМ перевозят, мы столкнулись с этим в Иркутской области, да, и многомиллиардный штраф, это ляжет, скорее всего, на плечи правительства Республики Саха-Якутия. Это вот необходимость логистики решать. По зимнему транспорту проводятся конкурсы, проводятся различные мероприятия именно по то же самое, например, Якутэнерго при завозе своего топлива именно на свои дизельные станции. Но Сахаэнерго, но проблема в том, что именно бывает нездоровая конкуренция. Во-первых, необходимо, я думаю, тоже привлекать государственного перевозчика в этом плане, потому что без государственной поддержки цены на ГСМ никак не снизить. Спасибо. Спасибо большое. Мы услышали довольно-таки интересные точки зрения, имеем представление теперь, какие есть программы у партий, а также видение ситуации от наших кандидатов. И переходим к третьему нашему раунду под названием мини-интервью. Здесь вот у нас издание. Здесь будет 23 минуты. Кандидату выпадет одно из изданий, которые могут задавать вопросы на абсолютно разную тематику. То есть это не по транспорту. Что волнует журналистов, на те вопросы и будете отвечать. В принципе, 3 минуты. Сколько вопросов успеют задать, столько и сколько ответить. Опять же, по схеме идем. Да. Да. Какое издание? Алексей, ваши 3 минуты. Вставай. Да. Да. Да, от одного издания, от одного человека, каждому кандидату. Журналист должен стоять, а кандидаты должны сидеть. Ну, можно. Давай. Не, давайте вы... Не, вы заходите, сидите. Не стоять. Ага. Хорошо. 3 минуты. Алексей, задавай вопрос. Справедливая Россия, да? Да. Андрей Аркадьевич. Ну, я бы хотел вообще к оппозиционным партиям в целом задать вопрос. В вашем лице, чтобы вы от имени оппозиционной партии ответили. Почему вы все время в гражданах формируете какое-то такое иждивенческое отношение к жизни? Вот, например, те же самые субсидии, это же, их же могло быть не быть. В других странах нет такого, что люди летают и им дают субсидии. Это же, на самом деле, офигительное достижение России. И мы должны благодарны Единой России и Путину за то, что он эти субсидии вообще сделал. Вы говорите, субсидий даете достаточно много, субсидий мало, дайте нам еще это дайте, а еще бесплатно нам постройте жилье, а еще бесплатно мне дома уберите дома, постирайте мне одежду, еще так далее. Вот ваша справедливая вот эта риторика, вот я об этом хочу спросить. Партия «Справедливая Россия» не считает, что она занимается иждивенчеством, да? И вот эти вот то, что даны субсидии, на сегодняшний день заслуга не только партии «Единая Россия», но я считаю всех граждан, и для граждан Российской Федерации они предусмотрены не только для россиян всех центральной части России, а прежде всего для жителей Дальневосточного федерального округа. То, что их мало дается, да, почему? Потому что тарифы на сегодняшний день очень высокие, на самом деле. Себестоимость складывается очень высокая, ввиду известных причин, в том числе то, что парк уже устарел.
вот-вот будут списываться в ближайшее время самолеты класса Ан-24, Ан-26. Замены им на сегодняшний день практически нету. То, что Уральский завод собирается построить новые самолеты «Ладога», они, дай бог, подойдут лет через 5. Поэтому есть сложности в этом плане. Ну, и касаемо малой авиации, то, что вот приведет к снижению тарифов, на сегодняшний день со стороны Росавиации идет только ужесточение. Вот почему она не развивается. Если в том же Анкоридже 35 тысяч самолетов личного, которые занимаются авиаперевозками, в том числе и пассажиров, у нас в этом плане есть проблемы. Как, Алексей, ты удовлетворен? Еще есть вопросы? Нет, ну еще есть время. Нет, в Анкоридже люди больше зарабатывают. Потому что у них нет этого отношения к жизни, что кто-то должен прийти и мне дать денег. Понимаете, люди там сами зарабатывают, сами себе как раз, деньги покупают самолеты. Как раз партия... Ничего от государства вам не получает. Вы говорите, что пусть государство нам самолеты выдает, что ли? Разве партия «Справедливая Россия» за то, чтобы не увеличивать заработную Зачем плату? Ну так, для сведения, что малая авиация именно. И там, в общем-то, что? Там даются огромные дотации на это дело. Есть соответствующие кредиты льготные на приобретение авиационной техники. У нас это невозможно сделать. Практически. Только богатые могут приобрести. Хорошо. И очень Спасибо. интересно. В принципе, даже такая дискуссия произошла, мини. Так, ага, выбирайте любой. Хорошо. Если что, передашь, да? Да-да-да. Какое издание у вас попалось? Якутия.ру. Отлично. Здравствуйте. Вопрос интернет-газеты Якутия.ру. Первое. Как вы считаете, какими мерами можно снизить стоимость авиабилетов в Северной Улусы и в центральных городах? Опять же, мы приходим к этому вопросу, о котором говорили. Вопрос субсидирования билетов, так как, чтобы для горожан, для жителей нашего города билеты были дешевле, надо авиакомпании часть затрат субсидировать, тогда будет дешевле билет. Второй вопрос. В Якутске права жителей 202 и 203 микрорайона на тишину, покой и отдых за последние годы в межсезонье нарушают воздушные подушки. Ваше видение решения этой проблемы? Тут все просто, надо перенести просто станцию, эту, где они стоят под окнами, прямо стоят, гудят. Я вообще не знаю, кто так придумал туда. На сторону лодочной станции перенесите, тише будет, все равно тот же район. Третий вопрос. Как думаете, насколько будет вовлечена транспортная отрасль в реализацию нового федерального закона о северном завозе? Значит, не скажу ничего. Еще? Все, да? Да, Отлично. да. Прям такой блиц получился. Хороший. Так, выбирайте. Итак, Василий Петрович, кто вам попался? Какое издание задает вопрос? Давай. Петрович, вот большая вероятность, что вы станете депутатом народным, да? Вот вы, когда видите, вдруг станете освобожденным депутатом, да, председателем комитета, видите новый кабинет, вы его отремонтируете, да, вот, по высшему разряду. И говорят же, чтобы была работа эффективной, она должна быть, место рабочее должно быть комфортным. Спасибо. Я не ожидал такой вопрос, интересный. Вообще, я сам такой человек, я рачительный человек. Рачительность у меня отличительная черта. Вы видите, у меня часов, ничего нет, я как бы по минимуму живу всегда. Машина у меня простая. У меня большой офис Шавкунова, но я как руководитель целой группы предприятий, я сижу в кабинете со своим замом, потому что у меня все оптимально. И кабинет у нас простой. Ремонтировать я не имею, я не думаю, что надо ремонтировать. Если там все запущено, что маловероятно, да, можно, конечно. А так, по минимуму так отремонтировать можно, если надо. А так, никакой необходимости не вижу. Да, мы когда смотрим на зарубежные
успешные парламенты, там часто бывают драки. А вот почему в нашем парламенте республиканском как-то лошадь? Ну, мне кажется, что 7-й созыв Илтумена будет отличаться от предыдущих 6. И партия «Новые люди» у нас возраст в средний 41 год. Боксеры есть, борцы есть, да, дзюдоисты есть. Ваше любимое блюдо? Любимое блюдо? Строганина, конечно, наша якутская, конечно, вот без нее как. Что у вас сегодня на ужин? Знаете, у меня семья уехала, я сказал, во время выборов, да, лучше вот надо уехать. В Сочи поехали с супругой, у нас 4 детей, и я сейчас холостую, если честно. И мне надо, ну, я покушаю где-нибудь, знаете, мне нравится на 203-м, там бузная есть, амта. Там, может, покушаю, если успею. А, нет, я к дедушке сегодня еду в гости. К дедушке. К дедушке. Борис Иванович, к дедушке, он на Путовском живет. Да. Чего вы больше всего не любите? Чего не люблю? Да, не любите. Я не люблю злость, не люблю ложь, не люблю, когда тратить деньги неэффективно. Вот это мне вообще не нравится. Отлично. Ваша любимая книга, вот, если она есть? Любимая книга Сеттон Томпсон «Лоба». Это детская книга, вот, воспоминания хороших про эту книгу. Спасибо, очень увлекательное было интервью. Однако, Виктор Николаевич, мы вас ругаем, предупреждение делаем. Ну, человек отвечает, ему дается время. Хорошо. Хорошо. Да. Сахалаев. Сахалаев. Ага. Да. Конечно. Так, Соколы. Три минуты, Сахалаев. Ну, наверное, выразить уважение единственному кандидату, который с оружием в руках защищает Россию. Так, Савва Анатольевич, ваша жена тоже баллотируется. Да. Она член вашей же партии. Да. А вы допускаете мысль, что ваша жена могла бы вступить в другую партию и баллотироваться? Нет, у каждого свое мнение. Да? Мы 15 лет вместе, у нас 15 лет свадьбы, да? В прошлом году было уже, да? То есть 16 лет живем вместе. У нас идеи совпадают, мнения совпадают. Она всегда была сторонницей нашей партии. В прошлом году вступила. Как у вас состояние здоровья? Когда мы с вами в последний раз общались после вот тех скандальных событий, вы были сильно контужены и как бы плохо слышали, общались для проблем. Здоровье сейчас более-менее нормальное, поэтому активно участвую в дебатах, встрече с населением. Действительно, я до сих пор военнослужащий в статусе, мобилизованный. До 10 сентября получил отсрочку, как и многие наши кандидаты. У нас где-то 5-6 кандидатов, участников СВО. В Гордуме есть Бугаенко, еще 4 товарища в разных районах, например, Нюрбе, Плотников и Дмитриев, тоже участники СВО, они тоже отсрочку получили. Ну, в других партиях тоже есть по одному человеку, я знаю, там Новолоков в «Новых людях», Мичиль Николаев в «Справедливой России». Мы все участники СВО друг друга уважаем. Из присутствующих я имела в виду. Да. Вот как вы относитесь, кто-то из журналистов, из телеграмщиков заметил, что от вашу партию сейчас поддерживает доверенное лицо Афанасий Алексеев, известный общественный деятель, японец, уважаемый человек в обществе. Вот, он назвал бесхребетными определенные политические силы. И вот такой вывод был сделан авторами этой информации, что японец поддержал самого бесхребетного политика, вашего лидера, Губарева Виктора Николаевича. Я не соглашусь. Мнения бывают разные, да? Я уверен, что в Илтумене в новом составе такие же фракции останутся, скорее даже «Справедливая Россия» не будет, и ЛДПР меньше наберет. Новые люди, конечно, сейчас с популизмом, там, проветрим, очистим, конечно, они народ толкнут, но мы знаем, кто там, чем занимались, как ушли в свое время, да, хотя ложь они не любят,
Поэтому я говорю, вот, традиционные партии должны быть. Лучше проверенный друг, как говорится, старый друг, да, чем какие-то новые люди. Поэтому у нас уверенность, настрой хороший. Не должно быть там много партий, чтобы там друг друга сидели, орали. 2-3 партии хорошие, проверенные, пусть работают. Спасибо, спасибо. Да, изданий здесь больше, Почему поэтому... 3? Ну, вот изданий больше, кандидатов. Понятно. Желающих больше. Да. Саханьюз. Саханьюз, вопросы Виктор Николаевич. Пожалуйста. Добрый день всем. 3 минуты. Виктор Николаевич, ну вот возвращаясь к теме доступности транспорта еще раз, да? Да, пожалуйста. Субсидирование авиабилетов. Вообще у республики есть какие-то ресурсы для того, чтобы проблему решить хотя бы на уровне внутри республиканских авиаперевозок? Но ресурсы есть, я еще раз говорю, мы выделяем порядка 400 миллионов ежегодно на субсидирование. Но это мало. Во-первых, мало, во-вторых, стоимость перевозок космическая. Вы знаете, техника старая. Я был в Магане, вы знаете, что Ан-26, Ан-24, вся аналоговая техника, там корпус трехэтажный, сидят они эти приборы регулируют. Хотя можно было флешку вставить и все отрегулировать. Большие накладные расходы, дорогое топливо. Тоже в этой авиакомпании «Полярное видение» тоже там 1 миллион человек сидит. Вопрос не только субсидирования, в оптимизации получения новой техники. Того же и Байкала, того же Ил-114, который должен прийти. Вот это надо оперативно решить и переходить на современную технику, которая на более экономичных двигателях летает. Хорошо. И вот учитывая ваш большой опыт работы в госсобрании, я бы хотела вам задать вопрос о том, что считаете ли вы, что у наших депутатов достаточно полномочий? У депутатов достаточно полномочий? Да. Ну, наверное, полномочий, давайте так по порядку, недостаточно и ими тоже не пользуются. Во-первых, мы не полностью используем те полномочия, которые нам предоставлены. Мы точно потеряли контрольные функции. Андрей Аркадьевич не даст соврать. Мы просто их, вот они лежат, а мы их не трогаем. Поэтому просить новые полномочия, не исполнив свои, те, которые заложены, это, наверное, неправильно. Хотя полномочий не хватает. И на федеральном уровне, вы знаете, перекос в сторону исполнительной власти, нежели в парламенте. Ну, 1993 год, сами понимаете, проблема там. И какие личные качества человека они могут помочь ему стать эффективным депутатом? Ну, во-первых, надо опыт, знать жизнь, знать потребности людей и представление какое-то иметь об экономике. Я, извините, конечно, иногда без слез не могу стараться взглянуть на некоторых коллег, даже которые сейчас выше работают. Для них пленарное заседание или заседание, это они как будто пришли в школу. А что такое себестоимость? А что такое вот такое-то понятие? Во-первых, надо обладать достаточно хорошими знаниями, чтобы оперировать и вести диалог с подготовленными чиновниками. Мы с правительством работаем, с министрами, замминистрами. И вот такие диалоги, которые у нас часто отнимают массу времени. 50% воду в ступе толчем, нежели переходить к конструктиву. Вот таких людей малограмотных и без инициативы не должно быть в парламенте. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Хотя бы без имен было. Алексей Иванович. Там сколько партий сейчас? 4. 214. 214. Вопросы Алексей Иванович, партия Родина. Добрый день. Здравствуйте. Алексей Иванович, у меня вопросов, собственно говоря, не так и много, да? Хотелось бы знать, вы вот сейчас будете избираться в Гутумен, да? С каким законопроектом вы первым видите, да, вы предложите? Это раз. Ну и сколько законопроектов вы предложили бы о транспортной доступности или Кучину? Что вы делаете? Хорошо, спасибо за вопрос. Во-первых, как тоже вот мой коллега сказал, у Ультумена в принципе достаточно функций, которые являются контрольными. Я также являюсь представителем Народного фронта Республики Саха-Якутия, сопредседателем. Мы порой больше ведем общественный мониторинг, контроля, чем наши вот действующие депутаты Ультумена. Вот по поводу дорог. Вот кто вот из наших вот коллег, которые тут сидят, крайний раз выезжал вот с проверкой или мониторингом, или депутатский запрос писал по дорогам?
Вот, Виктор Николаевич. Я писал, конечно. Когда? Позавчера. По какой дороге можно? Свою в округе. Именно по округу, потому что идет избирательная кампания. И у меня сейчас в 126-м квартале гарантийный ремонт заставили сделать. Вот. И возвращаясь как бы к вопросу, именно усилить контрольные функции. По поводу второго вопроса, именно насчет того, что какой бы законопроект был первым. Ну, естественно, в первую очередь, как бы, возвращаясь к первому вопросу, это усилить именно контрольные функции Ильтумена. И, как вот коллеги сказали из других партий, мы надеемся, что мы в какой-то мере прервем гегемонию одной партии, и будут яркие обсуждения. И очень надеюсь, что у нас будут грамотные депутаты, в том числе и от партии Родина, которые будут вести именно в том же самом с правительством, именно вести не монолог в одну сторону, да, когда некоторые тут правильно говорят, кнопки просто нажимают, иногда даже за своего коллегу, да, который не пришел на заседание, а именно вести диалог в плане того, что пересмотреть вот именно бюджет Республики Саха-Якутия. Я думаю, знаю то, что некоторые функции, которые деньги из бюджета идут, можно перераспределить. Очень много расходов идет у нас на различные статьи бюджета, которые не должны быть. Это мы понимаем, что строятся различные объекты социальные, которые лучше бы эти деньги направили бы в другое русло. То же самое многострадальное расселение в городе Якутске 17 квартала. То же самое содержание дорог. Отлично. Спасибо большое. Все участники, все кандидаты, все издания. Наш финальный конкурс, назвали мы его фотоконкурс. К сожалению, один из ответов уже прозвучал. Кто внимательно слушал наших кандидатов, знает ответ. Здесь у нас есть карточки вопросов. В принципе, как вы видите, вопрос, я его озвучу, и можно вот выбрать один из нескольких. Да. Пожалуйста, вопрос номер 4. Историческое фото. В каком году родилась авиация Якутии? В это время состоялся первый полет биплана «Сопвич». В 1925 году. Отлично. 8 октября. 8 октября. Спасибо. Угу. Вопрос номер 1. Аэропорт какого населенного пункта вы видите? Его можно назвать самый. Ну, один из самых, а какой самый? В каком населенном пункте это здание аэропорта находится? Это самый северный аэропорт Тикси. Угу. Вопрос номер 5. Да? 5 же, да? Угу. Да, мы сегодня об этом много говорили. Сколько километров дорог капитального ремонта отремонтируется в 2023 году в городе Якутске? В городе Якутске? Да. В целом по республике у нас в этом году план 244 километра. К сожалению, строительства среди этих километров, как я знаю, нет. Одни ремонты. То есть мы новых дорог вообще не строим. А в Якутске у нас сколько в этом году? В Якутске... Так. Он звучал ответ, кстати, не раз. Да, 30. Да. Ну, при плане 22. Да. Спасибо. 6. Вопрос номер 6. Интересное фото. Место битв, скажем так, да? Место наших постоянных столкновений. Вот это переправа со стороны Якутска. Вопрос состоит в том, что сколько линий со стороны Нижнего Бестяха? Не смогу, но если у нас в Якутске 6, то с Нижнего Бестяха очереди до сих пор есть. У нас более или менее там... До сих пор проблемы, конечно, остались, но... Недавно новость была, кстати. Да,
Ну, на самом деле, недавно наши коллеги сообщали о том, что 5-я была построена. Вопрос номер 2, в принципе, можно уже не скрывать, наверное. Логично. Ну, вы сами же отвечали на этот вопрос. Угадайте марку автомобиля нашего нового автобуса. Ага. Но я сегодня был на встрече, говорят, нужно пазики заменить в городе Якутске. Это автомобиль ПАЗ «Вектор». Отлично. Вот их нам поставляют новые автобусы. Да. Ну, крайний Алексей Иванович, вопрос номер 3. Номер 3, да. Да. 3-й вопрос, пожалуйста. Да. Федеральная автодорога Колыма. Вопрос звучит. Номер этой дороги. Да, как она называется? Официально. Так, Лена 360, это столько раз был на ней, номер не могу вспомнить. 360, 360. Ну, что-то 504. 504. Да? Раньше было М56. Ну, в принципе, тоже нормально. Я знаю, что ее обслуживает управление дорог Юрий. Федеральная, да, как раз. Уважаемые участники, уважаемые эксперты, уважаемые кандидаты в народные депутаты, благодарим экспертный клуб, который позволил собраться, узнать повестки как партий, так и наших кандидатов. Вполне конструктивный разговор. Надеемся, что у избирателей стало больше понимания, что они наш сегодняшний вечер позволит им определиться со своим выбором во время 8-10 сентября, когда они будут голосовать. Да, я не побоюсь такого слова. У нас тут несколько звезд якутской политики присутствовало. Хорошо, что они у нас есть. Есть известные политики. Ну и ждем всех жителей нашей республики 8, 9, 10 сентября на выборах в Государственное собрание Илтумен. Ну и других уровней там будут выборы. Спасибо. Ну, конечно, конечно. Я сказал, других уровней будут тоже выборы. Предлагаю всем сфотографироваться на память. Да, спасибо. Да, вам спасибо. Приглашайте. Да, спасибо большое.